لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Хадж является одним из 5 столпов ислама. Совершить его обязан каждый мусульманин и каждая мусульманка, имеющие такую возможность. В Коране Всевышний Аллах сказал: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, Каабе, если они способны проделать этот путь». Сура Али Имран, 97 аят. Отправляясь в хадж, человек оставляет своих родственников, богатство и мирской уют. Он должен выдержать все испытания и преодолеть все трудности во имя Аллаха. Достигнув миката, соответствующего стране, из которой прибыл паломник, хаджи входит в состояние ихрама. Мужчине следует надеть специальную одежду без швов, а женщинам обычную одежду, соответствующую нормам ислама. Далее паломник совершает намерение на умру или хадж, в зависимости от выбранного им способа паломничества. По прибытию в Мекку, зайдя в святую мечеть Аль-Харам, паломник совершает таваф. 7 раз обходит Каабу, начиная от черного камня. Затем, встав за местом стоянки Ибрахима, которую называют Макам Ибрахим, он совершает 2-ракатный намаз. Далее, утолив жажду из источника Замзам, паломник совершает саи – хождение между холмами Сафа и Марва. Длина этого пути составляет 420 метров. Пройти данный путь необходимо 7 раз, начиная с холма Сафа и заканчивая на Марва. 8-й день месяца Зуль-Хиджа, который называется День Тарвия, начинаются основные обряды большого хаджа. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Паломники отправляются в долину Мина и остаются там на ночевку в лагере. В 9-й день Зуль-Хиджа или день Арафата, после захода солнца паломники отправляются в долину Арафат. Там они совершают намазы Зухр и Аср, сократив и совместив их. Паломники пребывают на Арафате до захода солнца. Эта долина, можно сказать, для нас долина чудес, где сбываются любая мольба, любые молитвы, любые желания праведного раба, который пришел сюда искренне, иншаллах. Пусть Всевышний Субхану ва Тааля каждого, кто еще сюда не прибыл, направит сюда. И самое главное, когда вы сюда прибудете, помните о наставлениях, что ни границы не нарушайте, ни правила не нарушайте. И Всевышний Субхану ва Тааля воздаст самым лучшим воздаянием, иншаллах. День Арафат – самый важный день хаджа. Его посвящают молитвам и воззваниям к Всевышнему Господу. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «Самая лучшая молитва в этот день Арафата и лучшая речь, произнесенная мной и моими предшественниками, это: нет другого божества, кроме Аллаха, единого, без помощников. Он владеет своим царством, ему воздается хвала, и ему все подвластно». وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. После захода солнца паломники направляются в долину Муздалифа. Там они совершают намазы Магриб и Иша, проводят там всю ночь или часть ночи. Здесь паломники набирают камешки, чтобы бросить их в стеллу, символизирующую шайтана. В 10-й день Зуль-Хиджа, день праздника Курбан-Байрам, паломник возвращается из Муздалифы в долину Мина. Бросает 7 камней в Аль-Акаба Аль-Кубра со словами «Аллаху Акбар» при каждом броске. После этого он прекращает повторять слова тальбии, которые произносил на протяжении всего хаджа, и начинает произносить слова такбира. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ла иляха илляллах, Аллаху Акбар.
الله أكبر ولله الحمد. В день праздника или в один из 3 последующих дней, называемых днями Ташрик, паломник через доверенных лиц или сам приносит в жертву животное. Если же он не в состоянии это сделать по финансовым причинам, то тогда должен поститься 10 дней. Из них 3 дня во время хаджа и 7 дней по возвращении домой. После жертвоприношения хаджи бреет или стрижет волосы, что является первым частичным выходом из состояния ихрама. Это позволяет ему делать любые действия, которые были запрещены в ихраме, кроме близости с женой. Затем, по возможности, он направляется в Мекку и совершает обход вокруг Каабы, таваф аль-Ифада. После этого снова 7 раз проходит между холмами Сафа и Марва. Совершив эти действия, паломник полностью выходит из состояния ихрама, и ему становится дозволенным все, что было запрещено в ихраме, в том числе и близость с женой. Таваф аль-Ифада допускается сделать и после праздничного дня, когда скопление людей спадет. Вернувшись в Мину, паломник проводит там 3 ночи. В Мине хаджи каждый день кидает камни в джамарате, бросая по 7 камушков в каждый столб. Малую джамру, среднюю и большую. В завершении хаджа, когда паломник закончит приготовление к отъезду, он должен попрощаться с Каабой, совершив таваф аль-Вада, прощальный таваф, который представляет собой 7 обходов вокруг Каабы и совершение намаза позади макама Ибрахима уже без саи между Сафой и Марвой. Прощальный обход должен быть последним, что вы совершите в Мекке, согласно словам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пусть таваф увенчивает все то, что вы делаете, покидая Мекку. После завершения хаджа, как правило, паломники отправляются в пресветлую Медину. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто навестил мою могилу, удостоится моего заступничества». أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. Перед тем, как войти в мечеть пророка, желательно произнести те же слова, которые произносят при входе в любую другую мечеть. После совершения приветственной молитвы в 2 раката следует подойти к могиле пророка и, остановившись на расстоянии примерно 4 локтей от стены комнаты, где она находится, повернуться лицом к могиле, спиной к кибле и негромко произнести следующее приветствие: «Ассаляму алейка, я Расуль Аллах! Мир тебе, о посланник Аллаха!» После этого необходимо переместиться вправо и поприветствовать Абу Бакра, а затем Умара, да будет доволен Аллах ими обоими. Со слов Абу Хурайры передают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Между моим домом и моим минбаром находится один из райских садов». Хадж напоминает мусульманам об их благочестивых предках, пророках и посланниках, чтобы верующие смогли проникнуться глубоким вдохновением и чтобы вера укрепилась в их сердцах. Поистине, здесь каждое место связано с каким-либо историческим событием. Перед Каабой паломник вспоминает пророков Аллаха Ибрахима и Исмаила, алейхимассалям, которые строили Каабу. Также верующий представляет нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который целовал священный черный камень. Холмы Сафа и Марва напоминают паломнику о Хаджар, который искал воду для своего сына Исмаила, алейхиссалям. А Мина, где кидают камешки, напоминает пророка Ибрахима, алейхиссалям, который в этом месте отогнал от себя сатану, кидая в него камни. На Арафате верующий вспоминает посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который, совершая прощальный хадж, завещал верующим: «О люди, ваш Господь один, и все вы потомство Адама. Адам создан из земли, и нет преимущества у араба перед неарабом, кроме как богобоязненности. И после меня не превращайтесь в неверных, которые враждуют друг с другом». Мне и легко стало, и хорошо стало, на душе и на все.
Вначале был такой трепет, когда увидел Каабу, где же она, субханаллах, такой всплеск эмоций. Все-таки сбылась мечта, что вот даже посчастливилось нам дотронуться до камня. И здесь даже кушать не хочется, пьешь замзам и насыщаешься. Здесь люди с разных континентов, разных цветов кожи, разных материальных достатков. То есть это все отбрасывается. Вот это меня поразило, то, что мы перед Аллахом все одинаковы на всем уровне. Прокручиваю этот момент. Слезы на глаза вот наворачиваются, вот это говорить трудно. Некоторые люди говорят, что они сами зарабатывают, добывают риск, а мы здесь убеждаемся каждый день. Достаточно нам просто подумать о лепешке, Аллах Субхану ва Тааля захотел дать лепешки. И мы видим, что Аллах кормит нас везде. Тут даже сказать «я доволен» нельзя. Да? То есть мы лишь как стремимся к тому, чтобы Аллах нами был доволен, так как вот этим хаджем. Если было бы у меня такое богатство, я бы всех отправила бы сюда. Особенно в первое время, после возврата с хаджа, ощущаю такой нехватки как бы этих людей в своей жизни. Это очень большое благо, очень сильно повышается иман, очень сильно повышается братство. Вот это единство, этот урок дает нам и показывает Аллах Тааля сейчас. Чтобы мы запомнили это на всю жизнь, чтобы мы были действительно как единое целое тело, исламская умма, и шли по его пути, будучи вместе. Не бойтесь, верьте, Аллах Тааля, принимающий молитвы, только ради Него, ради Аллаха все. Хадж является самым большим регулярным собранием мусульман мира. Он оживляет истинное братство верующих. Все мусульмане, независимо от расы, национальности, совершают одни и те же обряды и ритуалы, просят единого для всех Бога. Господин и слуга, министр и рабочий находятся бок о бок. Хадж служит напоминанием о судном дне, когда все станут перед Господом без одежды, в страхе перед допросом, где не поможет ни благородство рода, ни имущество, ни положение в обществе. В хадисе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что тот, кто совершит хадж ради Всевышнего Аллаха, ни сквернословия и не греша, вернется таким же чистым от грехов, как день своего рождения. Да одарит нас Всевышний Аллах своей милостью и сделает нас рабами, уходящими из этой жизни с верой, благими деяниями и принятыми поклонениями.